Стабильная ситуация сохраняется на реках Якутии. Расскажем о последних данных. На 8% снижение ипотечной ставки рассмотрят депутаты и представители банковского сообщества. Одна из самых гуманных профессий. Сегодня во всем мире отмечают День медсестер. Это новости в прямом эфире. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Стабильная ситуация сохраняется на реках Якутии. Ледоход движется согласно прогнозам. Сейчас ледоход находится в Ленске, далее проследует в сторону Алекминска. Ниже по течению реки в пределах Ленского и Алекминского районов продолжается суточный рост уровней воды с интенсивностью от 50 сантиметров до 1,5 метров. По данным ЕДДС Ленского района, на 4 часа утра уровень воды в городе Ленске составлял 428 сантиметров. Подвижка льда наблюдалась в селах Мурья, Батама и Турукта. Ледоход на реке Лена границы Якутии пересек 8 мая. Но если на территории Иркутской области за последние сутки он преодолел 250 километров, то в Ленском районе, откуда начинается вскрытие реки в республике, он свой ход замедлил. К середине дня 11 мая, по предварительным прогнозам, нижнюю кромку ледохода ожидали в городе Ленске. Однако к этому времени Лена вскрылась только в селе Хамра, а это в 80 километрах до Ленска. Подробности у Анны Кожевниковой. Взгляды всех ленчан прикованы к Ленской набережной. Все ждут ледохода. Самую выгодную позицию за наблюдением этого волнительного явления природы, кроме жителей девятиэтажек на набережной, заняли сотрудники единой дежурно-диспетчерской службы. У них на мониторе обзор всей набережной. Камера видеонаблюдения позволяет круглосуточно следить за состоянием реки. Сводки нам предоставляются каждые 4 часа. Эта информация доступна для населения. Мы размещаем ее в социальных группах, передаем в СМИ. Также нам поступают звонки от жителей. По телефону мы тоже сообщаем информацию о продвижении ледохода на реке Лена. Они первые увидят подвижку. Эта же камера наблюдения позволяет следить за рекой Лена и работникам оперативного штаба, который располагается здесь. Тут спасатели проводят селекторные совещания и обсуждают дальнейший ход действий при получении новых сводок. Сотрудники МЧС в полной боевой готовности. В настоящий момент угрозы населенным пунктам нет. Силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС находятся в повышенной готовности. Критических уровней подъема воды не зарегистрирован. По предварительным прогнозам, вскрытие реки в Ленске ожидали еще к обеду 11 мая, но к 12 дня ледоход был только в селе Хамра, 80 километров от Ленска. За трое суток он продвинулся на 200 километров на территории Якутии. Медленная скорость ледохода обусловлена низким уровнем воды. В течение 11 мая мы ожидаем первые подвижки льда на реке Лена у города Ленск. Уровни воды при вскрытии, очень низкие. Вскрывается, на минимальных уровнях. Поэтому в городе Ленске по прогнозу уровня воды ожидаем в районе 10-11 метров. Но готовности к возникновению чрезвычайной ситуации никто не отменял. Поэтому руководство администрации Ленского района, города Ленска и всех наследных муниципальных образований заранее подготовили все силы и средства на случай возникновения ЧС. Спасатели первыми приходят на помощь при возникновении любой чрезвычайной ситуации и наводнения в том числе. Их машины оборудованы по последнему слову техники. При остановке льда и повышении уровня воды 4 таких автомашины будет выставлено на посты и 2 отделения на мотолодках со средствами пожаротушения. Отделение будет находиться ранцевая установка пожаротушения. То есть в случае, если затопление происходит, где-то пожар в каких-то там квартирах, то есть у меня звено на мотолодке выдвигается к месту пожара, и осуществляет это тушение. Как сообщили ранее на совещании, проведенном министром МЧС России в Ленске 7 мая, комплекс превентивных мер на территории республики завершен. На реках Лена, Алдан, Тата организована работа 3 оперативных групп Главного управления. Всего запланировано убытие 9 оперативных групп ведомства. В период весеннего половодья в зону подтопления попадают 105 населенных пунктов республики. Для ликвидации затороопасных участков и проведения экстренной эвакуации населения из зоны возможных ЧС создана группировка сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС в составе 16 521 человека, 2169 единиц техники и 135 плавсредств. Также планируется задействовать 15 судов гражданских авиационных компаний и авиационное звено Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Для мониторинга привлечены 2 комплекса беспилотных летательных аппаратов. Если ледоход будет идти в соответствии с прогнозами, вскрытие Лены в районе Якутска ожидается 18-19 мая. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Интенсивный ледоход проходит по Амге, на Алекме он достаточно стабилен. На всем протяжении реки Вилюй продолжается повышение уровней воды. На Колыме ледоход наблюдается на территории Магаданской области. Ожидаемое вскрытие реки у поселка Зырянка 16-17 мая. Другим темам в Госдуме обсудят снижение ипотечной ставки до 8%. Этот важный для населения вопрос депутаты рассмотрят с представителями банковского сообщества. Напомню, поручение о снижении ипотечной ставки дал президент России Владимир Путин по итогам его послания Федеральному собранию. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, затягивать с реализацией этой меры нельзя, так как люди ждут данного решения. Он отметил, что кроме снижения процентных ставок, также необходимы меры адресной социальной поддержки и субсидирования отдельных групп граждан. Сегодня по стране пройдут экологические акции, выставки и конкурсы детского творчества на тему сохранения природы. Мероприятия приурочены ко дню экологического образования. Тысячи граждан выйдут на уборку в парке, посадят деревья, очистят берега рек и водоемов. Напомню, что День экологического образования возник в 1991 году. Его цель – ознакомить жителей планеты с экологическими проблемами и привлечь к их решениям. Между тем, власти Якутии выделили дополнительные средства на мониторинг состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков. Правительство региона на 2 миллиона 148 тысяч рублей увеличило финансирование проведения научно-исследовательской работы. Согласно распоряжению правительства, средства выделяются в целях получения объективной оценки состояния пойменных экосистем реки Вилюй и ее притоков. Предложение ученой общественности республики об экспедиции по исследованию рек Вилюйской группы районов было поддержано главой Якутии Айсеном Николаевым. Отмечается также, что дополнительные средства выделяются из резервного фонда правительства региона. В России ужесточат требования к производителям автобусов. Комплексный план по стандартизации до 2025 года уже подготовлен Росстандартом. В документе устанавливаются дополнительные требования к транспортным средствам, которые имеют более 8 пассажирских мест. Речь идет о безопасной перевозке пассажиров. В частности, на всех автобусах установят подушки безопасности. Вместе с тем, Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов. Согласно подготовленным в ведомстве поправкам, водителям грузовиков, автобусов, такси, работающие по найму, должны будут пройти профессиональное обучение после получения водительского удостоверения. За сутки в домашних условиях изготовить стеклянную плитку. Юные айхайские исследователи вместе с научным руководителем вспоминают, как работали над проектом. С какими сложностями они столкнулись, смотрите в следующем материале. Юный исследователь Максим Репинский вместе с научным руководителем Верой Трофимовой вспоминают, как работали над проектом, как за сутки в домашних условиях изготовили стеклянную плитку и с какими сложностями столкнулись, когда работали над проектом. Мы берем, например, у жителей или просто со свалок забираем все стекло. Его мы измельчаем и просто потом в специальных формочках мы это стекло добавляем и заливаем специальным веществом, и что потом при высыхании получается как раз плитка, которую можно спокойно продавать. Проект по изготовлению стеклянной плитки защитили на школьном, районном и республиканском этапах конференции «Шаг в будущее». Максиму рекомендовали представить свой проект на российской научно-практической конференции «Шаг в будущее». В марте этого года конференция прошла в Москве. Максим предложил идею переработки стекла. По результатам защиты юного исследователя пригласили на курс обучения научной школы в городе Гагра. Мы представляли его на муниципальном этапе, где Максим ездил в город Мирный и там стал лауреатом. Потом нас представили на республиканский конкурс, где мы вместе с ним были в городе Якутске. И там тоже он стал лауреатом в секции экономические науки. Воспользоваться ли приглашением и пройти ли обучение в научной школе Максим еще не решил. Однако полученный опыт на научной конференции, несомненно, поможет в дальнейшей работе. Максим для себя отметил много интересных проектов. Есть планы и на будущее. В будущем, возможно, что-то можно будет придумать, может и будет даже патент этого проекта, но на данный момент это просто пока развитие, и сейчас идет пока развитие этой темы. Максиму Репинскому всего 15 лет, однако он уже внес свой вклад в науку. Юноша доказал, что переработка мусора – это не только защита экологии, но и перспективный бизнес. Альбина Шарафеддинова, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край».
Сегодня во всем мире отмечают День медсестер. Этот праздник проводится с 1965 года под патронатом Международного совета медсестер. Без их навыков и милосердия лечебный процесс немыслим. В больницах, поликлиниках и медпунктах Алданского района работают порядка 1000 медработников среднего звена. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Книжные премудрости сестринских дисциплин осваиваются в процессе учебы. Опыт приходит с практикой, однако медицинской сестрой нужно родиться. Есть профессии, в которых понятие окончания рабочего дня неприемлемо, и медицина относится к их числу. Родители обращаются и в выходные, и в праздничные, и вечером, и бывает и ночью, потому что какие-то моменты, что они не могут позвонить врачу, они могут позвонить мне. И, в общем, какие-то там подсказки, какие-то им советы мы даем. Людмила Пилых – правая рука. Так ее называет врач-педиатр Ирина Тембо. Вместе они вырастили сотни мальчишек и девчонок. А Людмила Владимировна в этом году отмечает юбилей – четверть века работы участковой медицинской сестрой. Мы работаем в тесном тандеме на участке. И с нашими неблагополучными, и с благополучными детьми, и патронажи, и приемы. Я без нее никуда. Если участковая медсестра ответственная, как моя Людмила Владимировна, добросовестная, то это 90% работы участка. На участке Ирины Тембо проживают порядка 1000 детишек. Всех малышей Людмила Пилых называет своими детьми. Всех знаем, всех. У нас уже растут внуки, наши уже. Дети, ихние дети. В общем, да, детей мы всех знаем. Мы не только свой участок, в общем, мы знаем почти весь город. Много внимания участковые медики уделяют детям из семей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях. Зачастую к неблагополучию приводят пагубные пристрастия мам и пап. И дома здоровье и жизнь малышей подвергаются постоянной угрозе. Детишек, находящихся в социально опасном положении, врач и медсестра навещают каждые несколько дней. Даже чуть ли не каждый день, то есть в неделю 2 раза она, потом я. И мы, в общем, если какие-то у нас есть к ним претензии, мы пишем в отдел опеки. В памяти медсестра участка должна держать массу вещей относительно каждого ребенка. У кого пищевая аллергия, у кого непереносимость лекарств, кому необходимо придерживаться диетического питания и кто склонен к тем или иным заболеваниям. Кроме сугубо медицинских аспектов, немаловажно также выбрать верный тон в построении диалога с родителями. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.